Пациентам, которые сегодня проходят лечение в Назранской районной больнице, раздают сладкий набор с необходимой полезной памяткой об опасности полиомиелита. Здесь есть картинка, которая рассказывает, к чему может привести болезнь в случае осложнения. В акции участвуют медики, члены общественной палаты. У каждого пациента в этом отделении есть дети и внуки. А значит, им особенно необходимо знать, что такое полиомиелит и как защитить ребенка от последствий опасной инфекции. Врачи напоминают, непривитый может заболеть и остаться инвалидом на всю жизнь. Лечение от инфекции нет, но есть вакцина-профилактика, которая дает стопроцентную гарантию защищенности организма. Полиомиелит – заболевание грозное, которое не вылечивается. Если уже произошло поражение, куда бы мы ни поехали для лечения, ни в Израиле, ни в Америке, лечение ярче. Но ребенок в лучшем случае остается инвалидом, а может быть и летальный исход. В группе опасных для ребенка 5 инфекций – коклюш, корь, дифтерия, столбняк и полиомиелит. Специалисты говорят, на иммунизацию государство тратит большие деньги, чтобы растить здоровую нацию. Будущее поколение в руках родителей, бабушек и дедушек, которые должны проявить самосознание, ответственность и воспользоваться всеми благами медицины. Тем более вакцинацию проводят абсолютно бесплатно. أخذنا تغنا دق بتشح لنجي تغنا أخش دعوة شمارك الملحق يصير ناخذ عطوه شو شويتيجي الملحق شيء تاي دعوه خيوخ بيرج وزر داج كيرج إصدار خلوج وزر دارت وده از دين مو شان سج شنكو دا إتداو خوش كدين دا خوش وط так багдер я штейцер бирж май хидат ихтар с прививки с шостих шкатур есть дима волчан из медицины бусубы элмонхой лужиш йки бош штаихтаес цар масмяр с прививкой же злазер цахакити да з бирж тепе бирж тепе какие-то мотиги злазер хакита чотиха да кулж лазер ждатш صوتهم تحسين توم حقو شوالي سوى دار خوش نوت ياسس طبعا ضمن طبعا وقتي إزداد بشارة كان خاديس ويدنو ويك داربليخ أولجي ويك لوربل أولجي. Лечение здесь проходят взрослые пациенты, а значит, многие из них все прививки получили еще в советские годы. Лида Богатырева привила и детей, и внуков. Женщина не понимает, почему сегодня у родителей возникает вопрос, прививать или нет. Когда в мою бытность в Советском Союзе были патронажные медсестры, которые приходили в каждый дом по своему расписанию, мы ставили своих детей, тех, что пришли по возрасту в тот день, делали эти прививки. И у одной мамаши не возникал вопрос, что это за прививка, что потом какие-то будут последствия. Потому что каждая мать знала, что эта прививка нужна. Но сегодня пошла мода. Сейчас пошла мода, и все мы отказываемся от прививок. Говорят, это вредно, это побочно, там то, там все. Своих детей, у нас 5 внуков, всех внуков мы прививаем от всех положенных заболеваний. Потому что это наша проблема. Акция охватила всех пациентов, которые лечатся в Назрановской районной больнице. Их больше 150 человек. Медики говорят, если каждый из них приведет на прививку хотя бы одного своего ребенка, больше 150 детей уже будут иметь стойкую защиту. Первый тур вакцинации стартует 27 февраля. Все вакцины в наличии. Те республики, которые не могут закупать эту вакцину. На сегодняшний день наша республика закупила эту вакцину. Она у нас в наличии есть. Мы проводили почищающую иммунизацию. По почищающей иммунизации мы сделали прививки, и у нас привито 13 тысяч детей. Из 13 тысяч детей ни один ребенок у нас не дал осложнения. Поствакцинального осложнения у нас нет. Против полиомиелита разработана и давно эффективно работает с 1958 года вакцина. Вакцина имеется 2 типов. Инактивированная – это когда используется так, вот для пояснения скажу, это просто вот материал, или так, если образно сказать, это труп вируса. Его вводят, чтобы иммунная система организма распознала его, и вырабатывается на его введение в ответ антитела. Следующий контакт с живым вирусом, он понимает, что может быть такой враг, и у него
уже есть антитела и иммунная память. Это является стопроцентной защитой от возможности возникновения заболевания. 27 февраля прививочные кабинеты медицинских учреждений ждут каждого, кому не безразлично здоровье своего ребенка. Лина Сычуева, Асхаб Белакеев, Новости 24.